Усіх вітаю, шаноўнае спадарства, гэта падкаст «Утульны горад, а мяне завуць Даша, а папярэдні выпуск у нас быў са спадарняй Ілонай Ільяшевіч, і мы размаўлялі пра бясшоўнасць перасоўвання. І мы з ёй прыйшлі да высновы, што адзін з важных кампанентаў гэтай самай бясшоўнасці перасоўвання, кампанент, які дапамагае ўвогуле гарадской мабільнасці, гэта навігацыя. І я вырашыла, што трэба запрасіць нейкага эксперта. Таму я запрасіла спадара Яўгена, які не чужды навигации человек. Добрый день, спадар Яўген. Добрый день, всех витаю. Я работаю в компании, которая занимается, можно сказать, урбанистикой, транспортным планированием, городской мобильностью. Как раз таки одна из моих задач – работа в сфере систем навигации и ориентирования. Сам я архитектор, но одно дело – это смотреть на архитектуру, другое дело – смотреть, как эта архитектура между собой взаимодействует, а что главное – люди в ней. И это, конечно же, транспорт, транспортные системы. Давайте тады разберемся с гэтым паняткам. Гарадская навигация, что ўвогуле гэта такое и что ў гэты панятак уваходзіць? Городская навигация – это язык, на котором город разговаривает с его жителями и с приезжими, с туристами. Это можно рассматривать как услугу для тех же жителей, которые город им оказывает. По сути, навигация – это как процесс определения пути и направления для достижения конкретной цели, конкретного объекта. Але ад часу да часу менавіта шыльды і указальнікі называюць навігацыяй. Гэта неправильно люди робяць? С точки зрения людей, такого обывательского подхода, обычно, да, под навигацией подразумевается практически все, что угодно, там, начиная с этих указателей домов, продолжая дорожными знаками, разметкой, всем, чем то можно, на чем только есть информация, включая вывески магазинов. В какой-то мере, конечно, это относится к навигации, только не совсем с той стороны. Сама система – это скорее совокупность нескольких систем городских. В частности, это транспортное, то, что нужно пассажирам и пользователям любого транспорта, как и общественного, там метро, трамвай, автобусы, все наземные, железнодорожного, аэропорты, внутри, в самих объектах, транспортных средствах, автобусы, троллейбусы, там составы всякие разные. Так и можно отнести навигацию для водителей. Это все указатели, которые вдоль дорог, улиц, обычно туристические объекты, карты к ним, направляющие указатели. То, что там касается всяких вывесок и всего остального, оно влияет на навигацию, но его нужно рассматривать со стороны как реклама, информационного шума. То бок для мяне тут адкрыццё нумар адзін, што навігацыя – гэта сістэма. Усякія гэтыя знакі, напрыклад, гэта хутчэй элементы навігацыі можна назваць. Подход в мире такой, что не проектируется отдельных систем. Обычно подразумевается комплексный подход. Это когда в одних типах объекта используется, в принципе, очень похожая, практически стандартизованная система для навигации. Так что знаки, вывески – это все просто ее элементы и способы донести пользователям нужную информацию. Как можно привести пример, это тоже из дорожного движения. 100 лет как существует, и, естественно, в каждой стране оно развивалось по-своему, и знаки использовались разные. И когда эта проблема 70 лет назад стала, то создали специальную Всемирную комиссию по дорожным знакам, которая, собственно, и занялась вот этой вот всей унификацией всех элементов, чтобы люди могли в любой стране, чтобы они видели знаки, воспринимали их однозначно, то есть не допускали ошибок. Теперь в мире большинство знаков, по крайней мере, очень похожи друг на друга и воспринимаются примерно так, как должны восприниматься. Зразумела, што дарожныя знакі ў горадзе Гродна будуць такія самыя, як у горадзе Мінску, і такія самыя, як у горадзе Брэсце, і такія самыя, як у прынцыпе больш-менш па свеце, так? Што датычыцца іншых элементаў навігацыі, вось, напрыклад, мапы гарадскія, якія турысты-турысткі выкарыстоўваюць, нейкія указальнікі, не тыя, якія да Мінску 150 кіламетраў, а тыя, якія налева вуліца Савецкая, направа вуліца Леніна. Яны у нас таксама прыведзены да нейкага агульнага, ці яны ўсе индивидуальные? Нет никакой строгой системы, то есть каждый указатель делает каждый на свой манер, на разных языках, и вплоть до того, что на одной улице могут встречаться 3 разных написания одной и той же улицы. Еще есть перевод, и перевод может быть тоже как или английский, или транслитерация использовалась, тоже разный.
Ну, насамрэч, я чамусьці прыгадала прыклад з менскага метро. Як мы ведаем, прынамсі, да нядаўніх пор былі не пераклады, не Ленін-сквер, а плошча Леніна. Было напісана лацінкай. Дык вось, я зараз успомніла указальнікі выхадаў з метро, і там паўсюль напісана вуліца такая, вуліца такая, вуліца такая, Аурора Синема. Тут тоже интересные, конечно, вопросы есть. Что лучше, типа транслитерация или перевод? Если человек владеет каким-либо алфавитом, ну, например, кириллицей, то ему, в принципе, не нужен перевод на именно другой язык. То же самое относится, если ты владеешь латинкой, тебе не нужно, в принципе, тем же самым алфавитом писать другие названия. Тебе важно, главное, написание, чтобы оно было везде одинаково и совпадало. А как оно произносится, это уже вопрос такой второй, даже, может быть, третий. Напрыклад, я пражыла 2 гады ў Вільні, і я жыла на вуліцы Наўградуко. Наваградская вуліца. І доўгі-доўгі час я не ведала, на які склад трэба ставіць націск. Але мне гэта не перашкаджала ўбіваць у пошуку ў гугле ці ў прыкладанні для выкліку таксі свой адрас. Не абавязкова ведаць, што гэта Наваградская вуліца, як яна чытаецца па-літоўску, якая этымалогія гэтага слова і так далей. Давайте яшчэ правядзем некаторыя прынцыпы і асноўныя правілы распрацоўкі гарадской навігацыі і элементаў гэтай навігацыі, што там звычайна мусіць быць і чаго не мусіць быць, каб яе ўсе разумелі, гараджане, гараджанкі і замежнікі, замежніцы, і хто заўгодна. Разработка навигации похожа на разработку любого другого продукта. Это он состоит из анализа, планирования, проектирования, тестирования, внедрения и снова анализа, планирования, проектирования и так далее, пока не будет закончен его, собственно, жизненный цикл. Сначала, конечно, анализируется, собственно, пользователей. Надо рассмотреть различные сценарии. Множество сценариев можно свести к 3-4 типам пользователей. Это первое, это которые постоянно пользуются, у них проложен один и тот же маршрут. Дом-работа, работа-дом. Они ходят, можно сказать, на автопилоте, им ничего не нужно, кроме там определенный момент подтверждать информацию, что да, он повернул в эту сторону, он увидел этот элемент названия, но он даже может не дочитать до конца, ему это не важно, он знает, что он идет в правильном направлении. Я могу адразу прыклад прывесці гродзенскі. Калі я ехала з плошчы Савецкай з цэнтру да сябе да хат, я ўвогуле ехала ў навушніках, я не чула, якія там прыпынкі абвяшчаюць, і ўжо магло быць цёмна. І вось адзінае, што мне трэба было, гэта каб на павароце я разумела, што так, гэта мой Еўраопт, значыць, гэта мой прыпынак мне зараз выходзіць. Потому что люди, да, смотрят на какие-то объекты, они их узнают, и все, им не нужно ничего, в принципе, более. Но для них важна какая-то оперативная информация. Они должны узнать, что изменилось расписание, автобус пришел или там не пришел, вдруг изменился его маршрут, и вот нужно донести с учетом того, что они могут там слушать в наушниках, не только там давать какие-то аудиообъявления, но и чтобы где-то было табло, интерактивные листовки, в поле зрения, чтобы он сразу понял и увидел, что что-то не так, нужно посмотреть внимательнее, как ему там дальше добираться. Вот это первый тип пользователей, которым важнее оперативная информация увидеть и услышать, если вдруг что-то меняется. Второй тип — это те, которые, в принципе, пользуются постоянно. Ну, вот они решили там поехать в гости в какое-то такое место знакомое, незнакомое, ну, другое. Им уже нужно больше информации в пути. Они должны удостовериться, что они там находятся, вот сейчас они здесь находятся. В конце пути особенно важно, где они выходят. Им нужно уже более детально разобраться, куда, в какую сторону, прочитать там название улицы или найти этот объект. Вот. Ну и третья группа — это те, кто в первый раз пользуется. Сюда, наверное, можно туристов причислить. Вот для них важно рассказать, как эта система, в принципе, работает и устроена. Транспорт такой-то, вот его маршруты. Потом показать, что он работает вот со стальки до стальки. Тут можно купить билеты. Потом рассказать, как этими билетами пользоваться, вот как войти, выйти, можно ли там делать пересадку, нельзя ли делать пересадку. Вот эти вот подробности, которые нужны людям, которые пользуются в первый раз. А особенно это важно, если они еще не знают язык, им еще труднее, соответственно, для них пиктограммы могут играть какую-то роль, чтобы быстрее чуть сориентироваться. Ну и для них аудио, например, всякие объявления уже не актуальны. Это тоже нужно учитывать. То бок, напрыклад, у Варшаве ёсць білетаматы, гэта такія аўтаматы, якія ёсць на шмат якіх прыпынках, дзе можна набыць білет. Падобныя білетаматы ёсць у непасрэдна аўтобусах, трамваях. Там таксама можна набыць білет, заплаціць карткай. Тым часам, напрыклад, у Вільні трэба або спампаваць аплікацыю і там плаціць, або купляць білеты ў кіроўца, або у ларочку купіць у прадаўшчыцы картку,
На гэтай картцы, значыць, будзе пэўная колькасць паездак, і потым ты яе прыкладаеш да гэтага кампостеру. Карацей кажучы, я пражыла 2 гады ў Вільні, я карысталася аплікацыяй. Калі да мяне прыязджалі госці з іншых гарадоў, яны казалі: ну так што тут, я чула, трэба нейкую картку купіць, як ёй карыстацца. Я кажу: а я не ведаю. Я адзін раз паспрабавала, у мяне не атрымалася. Яно штосьці там на гэтым табло высвечваецца, штосьці па-літоўску напісана, туды націскаць, не націскаць, нічога не зразумела. Я просто ўсім раіла: купляйце білеты ў кіроўца, або давайте я вам у аплікацыі просто куплю. Гэта я такая несообразительная, ці у Вільні ёсць з гэтым пэўныя праблемы? В принципе, нет никаких тут киосков по продаже, то есть ты, когда приезжаешь, сходу нельзя сориентироваться, что нужно делать. Ну, во-первых, чтобы скачать приложение, банально нужно понять, что его нужно скачать, откуда скачивать. Там у водителей то продают, то не продают. Раньше то в киосках продавалось, потом перестали. С другой стороны, в принципе, если уже разобраться, то система вполне удобная, да. Если бы они еще, конечно, проработали вопрос с знакомством, было бы вообще супер. На самом деле не так много хороших примеров, чтобы вот привести, где система работает дружелюбно для пользователя. Могу привести такі прыклад. Гродна. У кіосачках з надпісам «Табак» можна набыць талоны. Насамрэч, канешне, табакерка, а не табак, і я не ведаю, як я ўвогуле магла забыць такую яскравую назву. Але ад часу да часу там напісана «Талонов нет». Ты сябе адчуваеш даволі разгублена. Асабліва з улікам таго, што тэарэтычна у кіроўцы таксама можа аказацца, што скончыліся ўсе талоны, але кантралёру гэта потым не будзе хваляваць. В каждом, наверное, городе, даже в Беларуси, в каждом городе немножко по-разному, собственно, это все работает. Это не совсем вопрос именно к навигации, это скорее к менеджменту этой системы. Навигация, она должна, по сути, объяснять и указывать, куда и как. Ну, вось бачыце, ўсё вельмі файна указана. Напісана ж на паперцы «Талонов нет». І ўсе разумеюць, што талонаў няма. То бок, у прынцыпе, спраўляецца навігацыя са сваёй задачай. Калі мы распрацоўваем навігацыю, мне так падаецца, што трэба быць інклюзіўнымі для розных груп насельніцтва. То бок, як з тым жа аўтобусам. Ёсць людзі з парушэннямі слыху, і для іх вось гэтыя абвесткі ў грамадскім транспарце не нясуць ніякай інфармацыі. З іншага боку, ёсць людзі з парушэннем зроку, для якіх, наадварот, важную ролю грае тое, каб абвяшчалі менавіта прыпынкі, а тое, што там на экранах напісана, яны наўрад ці прачытаюць. І мне заўсёды вельмі крыўдна становіцца, калі у гродзенскіх аўтобусах там ці тралейбусах чамусьці не абвяшчалі прыпынкі, ну таму што штосьці зламалася, ці проста кіроўца такі: не буду натискать на ту кнопочку. То, о чем сейчас мы говорим, это скорее информирование. Есть навигация, есть ориентирование, есть информирование. Они различаются между собой чем? Что навигация — это, по сути, отвечает на вопрос «как?», то есть каким образом добраться. Ориентирование — это вопрос «а где ты сейчас находишься?», а информирование — это что сейчас происходит, какая тебе сейчас информация поступает, которая влияет на твои решения. Информирование — это, можно рассматривать, да, как часть навигации. Что касается инклюзивности, по сути, она включена в эти сценарии пользования, когда мы рассматриваем пассажиров. Конечно же, когда мы проектируем систему, то мы рассматриваем маршруты отдельно для физически ослабленных лиц. Конечно же, у них будут другие маршруты, не ступеньки, а, например, лифты. И, естественно, все сопровождение должно для них быть предусмотрено в нужном месте для них. Что касается других групп, например, незрячих, я б тут, пэўна, лепей ужывала тэрмін «людзі з парушэннямі зроку». Тут важна навигация тактильная и аудиальная. Тут тоже целая система. Насколько я знаю, у нас она пока не очень сильно распространена, как в совокупности. То есть есть, конечно, где-то какие-то там элементы, но максимум, чем она представлена, это какие-то дорожки на тротуаре, какие-то дорожки, которые ведут по помещению вокзала. Кстати, да, в Минском вокзале, по-моему, сейчас появилась уже тактильная карта, схема самого помещения. Это хорошо. Аудиальная, скорее, крупные переходы. Пешеходные переходы, я имею в виду на улице, там, где человек должен от одного светофора перейти к другому, и он слышит эти щелчки, и он понимает, где он находится, примерно на каком расстоянии от другого, и так, соответственно, может безопасно пересечь. И есть в мире системы, которые сопровождают так людей по всему маршруту, в том числе и в самом метро. У нас, насколько я знаю, сейчас это не проектируется, не предусматривается. Пока есть только элементы тактильной навигации для слабовидящих и для незрячих.
Гэта зараз не распрацоўваецца, як вы думаеце, чаму? Таму што проста людзі, якія прымаюць рашэнні, не звяртаюць на гэта ўвагі, не ведаюць, што гэта праблема, ці таму што яны ведаюць, што гэта праблема, але там сродкаў не хапае. Тут скорее вопрос менеджмента, то есть как мы рассматриваем пользователей. И это очень тесно связано отношение к общественному транспорту. То есть если мы рассматриваем, вот, что нам нужно перевести людей, то это один подход. Если мы рассматриваем то, что это мы предоставляем какую-то услугу, это совершенно другой подход. И вот тут с навигацией пока такой подход, он, конечно, стал лучше, вот, но еще есть куда развиваться. Сейчас, в принципе, не рассматривается тактильная система для незрячих как составная часть. Она просто рассматривается отдельно, даже не включена. По сути, сначала должна проектироваться навигация еще прямо на стадии самого архитектурного проекта. Вот сейчас же наоборот, то есть дается архитектурный проект, уже готовые решения, зачастую даже места расстановки, которые можно поменять, но не очень сильно, там плюс-минус. Вот, и, соответственно, это накладывает свои ограничения. Сначала идет безопасность, камеры, потом знаки, где расставить, ну а потом уже все остальное. Если мы перейдем к подходу для пользователя, то, конечно же, стремление обеспечить ему вот это вот безбарьерное перемещение, оно сразу же автоматически включает в себя эту систему, ну, во всю навигацию. Як кажа одна моя знайомая актывістка, як уключаць уразлівыя групы, не выключаць. У нас такое адчуванне, што ад пачатку будуецца нейкі праект з арыентацыяй на чалавека без аніякіх абмежаванняў, а потым мы ўспамінаем, што ой, а ёсць жа яшчэ вось тая група насельніцтва, а ёсць яшчэ такія патрэбы і гэткія, і трэба гэта ўсё неяк упихнуць ужо пасля таго, як быццам бы ўсё пабудавана. Объекты строятся зачастую как отдельные, и их связь с окружением, ну, рассматривается, конечно, но не в такой парадигме, как безбарьерность и комфорт перемещения. Конечно, по-хорошему для исследования пользователи берутся в фокусы группы, ну, то есть определяется то, что мы говорили, какие существуют разные, а у разных могут быть еще свои всякие там особенности. Их могут опрашивать, во-первых, по пути, за ними могут просто наблюдать и ездить вместе с ними. То есть, вот, ну, как люди на самом деле перемещаются, как те же незрячие перемещаются. Вот нужно просто идти с ними и смотреть, записывать, где у них возникают проблемы, где у них там нужен ответ на вопрос, который они не могут получить. Ну, я имею в виду, у них возникает вопрос, а знака или там какой-то карты, указателей, ну, или разметки, ну, тактильно имею в виду, никакой нету. Составляются также, как одна из методик, это ментальные карты. То есть, ну, когда люди опрашивают, как они себе представляют какое-то место. Там, ну, тот же город, например. У каждого есть свое представление, да, которое не соответствует географическому. То есть, оно такими, скорее, больше пятнами, вот, там, где мы живем, там, где мы работаем, учимся, там мы подробно знаем, вот это такие яркие точки, и которые нанизаны на какой-то каркас. Причем он может быть такой весь очень сильно искаженный относительно всей географии. Ну, как схема вместо реальной карты. И если подходить вот с этим подходом, проанализировать это пользователей, составить их карты, как они перемещаются, где у них возникают проблемы, как они вообще представляют это вот свое перемещение, эти объекты. Да, тогда это выливается вот полноценно. Я зараз подумала, што, можа быць, я даволі файны чалавек для фокус-групы, у тым сэнсе, што у мяне няма ніякіх там пэўных абмежаванняў па стану здароўя, дзякуй Богу. Але, як вы ўжо маглі зразумець, мне даволі цяжка арыентавацца ў нейкіх новых абставінах, ці нават у старых абставінах я сябе звычайна паводжу як суслік у супермаркеце, суслік на вакзале і суслік у метрапалітэне. І ў мяне, напрыклад, невялічкая траўма ад мінскага метро, таму што я ўвогуле ў мінскае метро ўпершыню патрапіла ў даволі дарослым узросце, і я сябе адчула проста разгублена, як быццам бы мяне маці на рынку згубіла, а мне 4 гады. Я проста, дзе ўваход, дзе ўвайсці, як плаціць, у які бок ехаць. Вось я сябе прыблізна так адчувала на станцыі метро Інстытут культуры. Скажыце, калі ласка, гэта таму, што ў мяне ёсць пэўныя праблемы з арыентаваннем на мясцовасці, ці сапраўды на первой линии метро у Минску довольно складно зарієнтуватися? Меня рассмешило немножко, потому что я сам жил на Институте культуры, и несмотря на то, что я очень долго жил, иногда я выходил не в ту сторону и был совершенно поражен, потому что передо мной оказался совершенно другой город. Ну, там, получается, выходы по разным сторонам железной дороги, и такой выходишь, где я, боже мой, что? Такое случалось прямо несколько раз. На самом деле есть такие проблемы.
После того, как мы простроили вот эти вот портреты и группы пользователей, собрали, мы смотрим на их маршруты. А маршрут, собственно, состоит из-за того, что они попадают в метро. Как они попадают? Сначала они идут по улице. Им нужно, собственно, понять, где это метро вход находится. И тут должно быть, конечно, какое-то решение, которое выделяется из окружающей застройки. Оно должно быть довольно ярким, его должно быть видно издалека, и оно должно быть нормального такого размера. Ты должен понять, что это метрополитен. Дальше приходишь, у тебя путь идет уже к вестибюлю станции. Там тоже нужно понять, где свернуть, где именно вход в само метро. Вот. И действительно, не так много указателей. Обычно ты просто по инерции идешь за людьми, а указатель-то всего лишь один на вход. Это мы, кстати, постарались учесть уже при разработке навигации для третьей линии, но пока продолжим про первую и вторую. Она обновилась в 2014 году к европейским играм. Вот, это было первое серьезное ее обновление, можно сказать, даже редизайн. Были серьезные ограничения. Знаки должны оставаться на своих местах. Знаки должны быть установлены в том же конструктиве. То есть нельзя было особо менять, кроме исключительных случаев, размеры знаков, их компоновку. Это очень сильно ограничивало. Также должны были быть некоторая преемственность и эти цветовые решения. Поэтому, конечно, сейчас она уже смотрится такой довольно устаревшей, но на тот момент это было довольно неплохое решение, на котором многие моменты, собственно, отработались. Также мы хотели сделать там нумерацию выходов, опробовать, но возникли технические сложности в том, что мы предложили одну нумерацию, у метрополитена она другая, и вот почему-то они не хотели существования двух нумераций одновременно. Нумерацыя выхадаў гэта калі было б напісана не туды плошча Якуба Коласа, туды плошча такая-то, а просто выход 1, выход 2, выход 3. К каждому выходу присваивается свой номер. На Пушкинской там 8 выходов. Они нумеруются, и, соответственно, эти объекты группируются. То есть выход 1, объекты такие-то, это просто как дополнение, но оно зашифровано в виде цифры и в виде цвета. Человек, он, например, видит, ему там нужно выйти к гостинице «Орбита», он видит там, к примеру, говорю, да, единица и на фиолетовом фоне. Все, он смотрит только, где этот единица фиолетовый фон. Ему не нужно заново пересчитывать каждый раз, где эта гостиница «Орбита». То есть он может быстро сориентироваться, какой выход. Ну и, конечно же, намного проще сказать, встретимся возле выхода такого-то, чем выход в сторону там чего-то, а еще в какую там дороги относительно, там вообще можно запутаться. Ну, я думаю, что это будет, в конце концов, сделано в будущем. Гэта файнае рашэнне. Насамрэч у Гродні метро няма і наўрад ці калісьці будзе, але гэта працуе, мне падаецца, прыблізна так, як з прыпынкамі. Мы са спадарняй Ілонай у мінулым выпуску гаварылі пра тое, што калі у вас ёсць там прыпынак плошча Савецкая і прыпынак насупраць таксама называецца плошча Савецкая, то файная ідэя назваць адзін прыпынак плошча Савецкая 01 и другие прыпынак площадь Советская 02. Здесь чуть-чуть другое. Выходы, они не обозначают остановку именно транспорта, но это все применимо и к переходам. То есть любой объект, у которого есть множество выходов, в принципе, даже не обязательно подземных, может быть дополнительно пронавигирован с помощью цифр. И это, конечно, станет удобнее. Что касается общественного транспорта, конечно, это упрощает, когда ты понимаешь, что транспорт там с 0,1 едет в одну сторону, с 0,2 он, соответственно, едет в противоположную сторону. И такая проблема на самом деле даже в Минске существует на привокзальной площади, потому что там на этих остановках не совсем понятно, кто куда что едет. То есть ты приходишь, две остановки расположены рядом. На самом деле у нас есть наработки по этому решению, но пока они не внедрены. Яшчэ я хацела запытацца наконт метро. Увогуле дзіўна, напэўна, дзяўчыне з Гродна бясконца запытвацца наконт метро, але гэта просто файны прыклад. Мне падаецца, што на гэтай самай трэцяй лініі элементы навігацыі і ўвогуле навігацыя даволі моцна адрозніваюцца ад першай і другой лініі. Гэта мне так падаецца, ці гэта сапраўды так? Да, это действительно так, и это сделано специально для того, чтобы она начала контрастировать. Для третьей линии, конечно, мы сделали базовый вариант навигации, это который продолжает первую и вторую. Однако уже тогда стало понятно, что так делать будет не очень хорошо, потому что у нас есть солидный уже опыт, отзывы пользователей. Якія критиковали навигацию на первой и другой линии, правда? Которые критиковали, и конструктивные предложения, и, в общем-то, мы за столько лет, конечно же, у нас была идея ее улучшить, и, наконец-то, мы нашли способ это сделать.
Поскольку навигация рассчитывается по определенным параметрам, важно подать информацию в нужные моменты, в нужном месте. Идеальная навигация — это что? Это когда у пользователя возник вопрос, и он уже получил ответ. Со старой системой это не работало, наполовину работало. Из-за того, что там приходилось помещать много информации в очень такие небольшие фрагменты, небольшие знаки. Знаки не были предназначены для двух языков, конечно же, поэтому приходилось как-то это все немножко впихивать туда, применять цвета, которые тоже уменьшают контрастность. Короче, если это все делать по нашему же стандарту, то оно не соответствовало предъявляемым требованиям. То есть пользователи просто банально не успевали найти ту информацию, которая им нужна за тот промежуток времени, когда они вот подходят, идут. Или она оказывалась, например, недостаточно большой на этом расстоянии, или она оказалась не совсем в том месте. Поэтому мы это показали, и мы сделали сразу же другой вариант, который мы давно хотели, и который мы хотели для первой и второй линии, но вот там пока нельзя это реализовать, там, ну, по крайней мере, не было заинтересованности. Работало, и, собственно, нам сказали до лучших времен. А здесь подвернулась возможность, потому что был заказчик Метропроект. У него в задании, собственно, было это прописано как система навигации, поэтому мы не стали привязываться к существующей. В том плане, что делать полную преемственность, мы решили ее сильно модернизировать так, чтобы через какое-то время можно было и на первой и второй линии тоже заняться этой модернизацией. Мы применили немножко другой подход, мы уменьшили визуальный шум, мы отказались от многих цветовых решений, которые преследовали столько лет. Ну, например, применение цвета в надписях, которые в транслитерации. На красной линии он такой багровый, на синей линии синий. Цвет транслитерации соответствует цвету линии. Мы, конечно же, отошли от этого решения, у нас поменялась эта парадигма, теперь цвет линии должен всегда присутствовать в указателе, но если ты находишься на ней. Другой язык, он просто обозначается меньшим шрифтом, просто серым, более блеклым, чтобы он не мешал восприятию основного, но чтобы пользователь сразу находил его. То бок той, якого колеру гэта лінія, мы разумеем па колеры акантоўкі указальнікаў, напрыклад, а, канешне, не па колеры літар. Такая система цветового кодирования в виде линии, она применяется во многих системах на самом деле. Зеленая линия это еще сочеталось с тем, что практически на всех станциях предполагалось, что будет вдоль всей платформы протянута вот какая-то такая зеленая линия. Что мы предложили? Давайте сделаем это в составе навигации. Мы ее берем как архитектурное решение, и зато добавим именно в навигационное. И да, получилось, что она как бы забрала на себя часть этой функции. Зразумела, і наконт указальнікаў я яшчэ так разумею, што лепей не пісаць 3 мовамі на адным указальніку, лепей напісаць па-беларуску і лацінкай, правда? Конечно же, информация, она есть информация, и если используется алфавит, то он воспринимается все равно как информация. В данном случае есть такой показатель, как полезность этой информации. Если у нас на знаке нанесено, допустим, уже 3 языка, то для пользователя обычного то 2/3 информации становится шумовой, бесполезной. Это очень сильно на самом деле затрудняет и мешает. 3 языка — это enough, это слишком много, и практически нигде не видел, чтобы применялось. Кстати, ради интереса взял, просмотрел список стран, где есть 2 языка, и нашел, по-моему, только 2 страны, где эти языки используются на официальном уровне одинаково. Везде, даже где там 4, где там 3, все равно есть один официальный, есть один национальный, но они разные. Нет такого, чтобы вот прям одновременно их использовать. Поэтому, конечно, тут у нас мнение совершенно однозначное, мы его применяли везде, в любой навигации, как в городской, как в метро, как в транспорте, где угодно. Это белорусский язык и его транслитерация. Ты ведаеш, я калі ў мінскім аэрапорту была апошні раз гэта было ўжо 4 гады таму, і тады яшчэ з мінскага аэрапорта можна было кудысьці ўляцець. Карацей кажучы, там табло, дзе высвечваецца рэйс і час адлёту, час рэгістрацыі, і там гэтае табло змяняецца. То бок там ад пачатку напісана, мне падаецца, па-беларуску, потым яно змяняецца на ангельскую, потым яно змяняецца на кітайскую. Вось гэта дастаткова цікавае рашэнне, як мне падаецца. В принципе, оно такое может быть, если мы говорим о каких-то интерактивных вещах. Да? Оно не должно, конечно, мешать сильно, но действительно может упростить жизнь. Если мы говорим о каких-то ограниченных ресурсах, которые у нас есть, собственно, в навигации, да, обычно мы ограничены каким-то размером, но больше мы ограничены в количестве полезной информации, которую мы хотим дать пользователям. Поэтому тут, конечно, дублирование на 2 языках является плохим решением, потому что мы должны намного меньше полезной информации разместить
чтобы она была читаемая, видимая, понятная, и чтобы за определенное количество времени человек это понял. Давай тады напрыканцы пагаворым крышку пра заканадаўства. Як увогуле зараз у Беларусі гэта ўсё рэгулюецца і ці мусіць рэгулявацца, і можа быць трэба ўнесці нейкія змены, каб яно ўсё лепей рэгулявалася, як ты думаешь? Я могу рассказать про белорусскую железную дорогу, и нам кажется, это хороший пример. В белорусской железной дороге сейчас существует свой внутренний стандарт для навигации. Это целый документ, в котором написана вся методология, как рассчитывать и проектировать эти знаки. Как нужно прорабатывать эти маршруты пользователей, какие должны использоваться указатели, где должны использоваться, какого вида. Вплоть до того, что какой формы, какого вида, какие пиктограммы. Есть полный перечень пиктограмм. Они все в одном стандарте. Также есть стандарт шрифта, стандарт цветовой. И в большинстве случаев он применяется, они руководствуются им при проектировании знаков. Не возникает необходимости каждый раз обращаться куда-то там за проектированием. Они могут это все, в принципе, сами делать, потому что у них есть, условно, брендбук этот. Как нам кажется, это очень хорошая практика, и хорошо, если бы это был также у системы метрополитена, а в целом у системы, которая занимается, в принципе, перевозками людей. Естественно, все эти системы, они должны между собой коннектиться, они должны иметь такой какой-то единообразный вид и переключаться друг на друга. Поэтому при разработке новой системы для метро мы в то же время исходили из уже существующей системы на вокзале. Как нам кажется, они в принципе имеют схожесть, узнаваемость и переходность. Напрыклад, калі ў нас па ўсёй краіне будзе нейкі адзін, можа быць, не стандарт, не то, каб брендбук, з якім мусіць усё супадаць, але, напрыклад, нейкія патрабаванні да шрыфту, што трэба выкарыстоўваць толькі такі шрыфт, а ўсе астатнія, калі ласка, не выкарыстоўвайце, то гэта будзе добрая ідэя для элементаў навигации. Тут скорее лучше использовать примеры лучшей практики. Это относится, в принципе, к дорожному движению. То есть проблема, к примеру, тоже проектирование улиц. Есть куча стандартов. Они приводят к тому, что очень долгое время эта система она может не замечать ошибок и проектировать только потому, что у них есть стандарт. Они выполняют то, что там прописано, такие-то показатели. Например, при проектировании улицы никак раньше не учитывался показатель безопасности того же движения, собственно, того, что происходит на этой улице постоянно. Как, собственно, можно проектировать улицы, не исходя из того, что там нужно сохранять жизни людей и заботиться об их безопасности в первую очередь и вторую все остальное, в принципе. Вопрос странный. Поэтому тут такая палка о двух концах. И мне кажется, тут скорее вот эти вот внутренние документы самой организации, самого оператора и могли бы стать тем нужным инструментом реализации систем навигации в разных городах. Они могут отличаться, чем-то они могут отличаться, но если они выстроены и посчитаны по системе, по науке, собственно, по расчетам, то они будут работать. Они могут иметь разные цветовые решения, в принципе, это нормально, в каждом городе может быть свое, но оно будет работать, потому что оно сделано по какому-то научному подходу и стандарту. Зразумела, дзякуй шчыра за такі поўны шматбаковы адказ. Увогуле, дзякуй за гэтую гутарку. Дзякуй, вялікі шаноўнае гаспадарства. Я спадзяюся, вам стала больш зразумела, як мусіць працаваць гарадская навігацыя. Таму стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, падпісвайцеся на наш падкаст, і хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты от початку поездки.